Сестра меня взяла силой, привела в школу. Я босиком, грязный. Я помню, пел кузнечика. И на цифру 4 я пошел в школу. Меня взяли в класс скрипки. Мне охота петь, отдавать свою душу, когда люди сидят, кушают, да, на тебя не смотрят, разговаривают, а нет без внимания. Ты как будто там был я или не был, короче, многие не обращают внимания. Неприятно. Я до 35 лет ездил в автобусе, маршрутках. Было все просто, легко, не опасно. Не комплексовал. Подходили прям маршрутки, садились возле меня и спрашивали, говорят, раскрытый баке, говорят, а как вы это ездите? Вроде бы сядете на машину, говорят, да нет, а что здесь такого? Я такой же человек, как вы. Парк Эркиндик, это еще с 80-х годов. Когда мы учились в школе Абдраева, специальная музыкальная школа, сюда приходили сюда. Ну, здесь такая особая атмосфера. Под гитару песенки новые сочиняли. А потом городские ребята, с кем мы дружили, они на 2-3 года младше нас, тоже интересные песни, ну, под влиянием группы Beatles. Было все просто, легко, не опасно. Сейчас ночью выйдешь, никого нету, все дома сидят, боятся что-то. А так вы, когда ходите по Бишкеку, вас узнают, подходят, ну, как бы мешает популярность? Кстати, Татьяна, я до 35 лет ездил в автобусе, маршрутках. Да? Да. Потом, когда я выиграл машину в этом конкурсе международном на Искуле, я выиграл «Волгу» 3110. Не комплексовал, подходили прям маршрутки, садились возле меня и спрашивали, говорят, раскрытый баке, говорят, а как вы это ездите? Вроде бы сядете на машину, говорят, да нет, а что здесь такого? Я такой же человек, как вы, просто у меня нет машины. Ну, когда-нибудь будет, говорю. И все, без комплексов. На базар с легкостью хожу, разговариваю. Мне это интересно, и когда так просто, с людьми, хорошо же. И это легко, пообщаться можно. И никогда не было курьезов, кстати. Все было. Неприятных не было, Не было. И вот такая, я благодарен своему народу, что всегда было уважение. Значит, у вас хорошая аудитория, интеллигентная. Нет ли у вас такого ощущения, что тогда как будто бы, ну, я не знаю, творчество было, как вы говорите, денег не было, а творчество как будто бы было больше. И везде, и на эстраде, и в телевидении тоже. Как думаете, почему? Да, вы правы, Татьяна. Вот даже вспоминая те 90-е годы хит-парады эстрадных исполнителей, мы всегда ждали следующего исполнителя или выступающего, потому что песни не были похожи друг на друга. У каждого исполнителя группы была своя авторская песня, она была намного интереснее. А, как вы понимаете, сейчас все на друг друга похожи. Это да. Все на друг друга похожи. Плагиата очень много. Копируют. Ну, что здесь, например, у нас, что здесь скрывать? У нас берут, например, хитовую песню европейскую или американскую, да? Берут, отдают аранжировщику и говорят, точно такую же песню, поменяйте мелодию. Там ничего не надо придумывать, там аранжировка готовая, мелодия. А у нас почему легко это делать? Потому что у нас наш звукоряд музыкальный, диатонический. Диатонический ряд, он ближе к европейскому ряду. Языковой в смысле? Нет, музыкальный звукоряд. Музыкальный звукоряд, он ближе к Европе. Значит, наши песни легко переделываются. А пентатоника – это азиатский лад. Это казахи, буряты, не буряты, это корейцы, японцы. Азиатский яд – это пентатоник. А у нас диатонический. Легко можно переделать любую песню под наш лад. Поэтому очень много плагиатов, похожих.
Вы много лет говорили о том, что нужно как-то это узаконить, чтобы был живой звук. Наконец-то, вроде пока еще не до конца мы с вами поняли, приняли закон или нет. Но почему для вас именно важно было, чтобы исполнители пели вживую? Ну, я думаю, это нормально, если будут живые концерты. Ну и как я всегда мотивировал на том, что концерты проводились полную живую. То есть full live music, это значит полный живой звук. Это исполнителю аккомпанирует музыкант. Вот. А так, вот этот закон или указ под минус, да? Вот, например, как можно определить человека, что он поет на концерте под минус или под плюс? Ну ладно, он споет 2-3 песни под минус, да? А остальные 18 песен кто будет проверять? Я думаю, это протокол для галочки, и это дополнительный заработок для звукорежиссеров и организаторов. Можно так сказать. Я так понимаю. Нет, я за, но я хотел бы, чтобы у нас в Кыргызстане, в Бишкеке, в центре культуры нашей страны, да, Кыргызстана, было все по-настоящему и профессионально. Ну, мы сейчас берем певцов, да, исполнителя. Если он талантливый, то если его любит народ, если у него есть публика, если у него есть красивый тембр, то, я думаю, ему никогда не помешает музыкальная грамота. Никогда. Потому что это только в пользу. Вот представьте себя, талантливый, без грамоты, да? Его, как талантливый человек, отправляют на конкурс. Это славянский базар, там, европейские конкурсы. И вот он спел свои песни, там все прошел, и вот общая песня, да, например, общая, и всем раздают ноты, да? Что он будет сотами делать? Как их повернуть? Да? Вот, например, так, Осмукулов рассказали, да, 15-я цифра, 20-я цифра и 30-я цифра, да, поете, все, завтра встречаемся, он завтра приходит. Ну, давайте, что такое, Осмукул, а что с вами? Вы откуда? Как это? Вы что, не знаете грамоту? Вы что, не умеете читать ноты, что ли? Вот проблема. Он себя позорит, страну позорит, ну, такие вещи. Это грамота нужна. Ну, сейчас такое время, даже эти популярные, которые уже раскачались, и, может быть, им не нужно, потому что у них есть своя публика, у них есть свой формат, у них своя традиция, да, может быть, внутренняя своя традиция, они работают, им ничего не нужно. Он просто скажет, мне не надо это. Я работаю. Ну, есть такие. Просто, я думаю, никогда не помешает. Ему, знаете, интересно же, когда берешь свои песни, которые поешь, да, и расписываешь на ноты. Там сочинил какую-то песню и начинаешь на ноты раскладывать, короче, вот говорят, о, это моя песня. Да? Разложил свои ноты, ой, вот это грамота, это, ну, я ценю таких людей. Вот даже у нас исполнители, популярные, супер популярные исполнители, почему рост не поднимается? Потому что нет вот этого кругозора музыкального, нету грамоты, мне кажется. Если бы он даже слушал бы разнообразную музыку, инструментальную музыку, если у него была музыкальная грамота, то он с каждым разом, у него были бы и аранжировки интереснее, и он с оркестром пел бы, а эстрадно-симфоническим оркестром пел бы. Это же интересно, тогда человек, он развивается. А у нас, к сожалению, популярно, они стоят на месте. Новые песни в таком же формате, в таком же стиле, просто новые песни и все. А ничего такого роста нет, развития. Даже без грамоты они поют хорошо, у них есть голос, они думают об этом. Они, кстати, концерты стараются делать под живой аккомпанемент. Ну, я же говорил уже, что нету дополнительных, нету работы над своим этим талантом, над своим голосом. Не распевается, не спрашивает у нас, не спрашивает у музыкантов. Подбор репертуара – это очень важно же для развития. Такого, ну, как я могу назвать? Многие исполнители, вы же всех знаете же. Я, например, есть Гульжигит Калыхов, который закончил музыкальное училище в Куренке, но не докончил, к сожалению. Вот он знает, я думаю, грамоту, но, может быть, как бы неполноценно, да, может быть, вот. Там же много чего есть еще. Вот, в консерватории многие отучились
Адиль Чекилов, Ахтан Сабаев, втроем мы закончили в один год, в 2004 году. Вот. У нас есть основная, базовая школа музыкальная. А для высшего образования мы учились в консерватории. Вот. Потом есть исполнители, которые заочно закончили, но я точно знаю, что они грамоту вообще не знают. Это есть такие. Это может быть для формы, да, там, для галочки, да, что у меня есть. А если задашь ему просто элементарный вопрос, он же не ответит. Поэтому лучше не задавать ему вопрос, чтобы ему не опускать его. Вот. Потом музыканты-инструменталисты есть очень много хороших. Когда вы поняли, что вы должны быть музыкантом, и вы хотите быть музыкантом, петь на сцене? Ой, это было, знаете, я в первый класс пошел в начальную школу, простую школу, русскую школу. Я отучился, а все мои родные, особенно сестры, они учились в музыкальных школах и в университетах. Тогда Бишналиева была, это сейчас она академия называется, университет музыкальный. Институт искусств, да, по-моему? Институт искусств, вот. И вот когда я поступил во второй класс, ту же школу, среднюю школу, сестра мне взяла силой. Я жил за городом, мы жили за городом, недалеко от города. Вот она мне силой взяла, привела в школу, я босиком, грязный, привела в школу имени Мухаша Абдраева. Там я прошел конкурс вступительный. Я помню, пел кузнечика, и на цифру 4 я пошел в школу. Меня взяли в класс скрипки, а потом через неделю перевели на класс виолончели. А так даже не думал, меня просто насильно привели и сказали, будешь учиться. А там уже училась моя сестра, которая сейчас в Германии. Вера Смукула, она композитор и скрипачка. Вот потом 4 класса мои одноклассники пригласили в группу «Аракет». Это группа «Аракет» тогда руководил наш тоже маэстро, учитель Сарлыков Рафаэль Тагабекович. Он преподаватель нашей консерватории. Вот мы там начали у него учиться, слушать эстрадные песни, и параллельно мы в школе еще слушали джазовую музыку. Тогда нам привил это наш тоже маэстро, музыкант Талай Бишев, это музыкальный руководитель группы «Аура», это тоже Абдраевс. Вот так и пошел интерес к разнообразной музыке. А петь я начал уже от 4 класса, в этой группе пел. Тогда мы пели, группа называлась «Поэтическая песня», вокально-инструментальный ансамбль поэтической песни «Аракет». Там я работал солистом. Я еще в хоре пел школьном. Вот как-то, а потом в музыкальном училище Куренкеева, мы там баловались, пели песни «Битлз», что-то сочиняли свое. И вот так пошло, и в 90-м году я был солистом группы «Инсан». И вот с того момента пошла уже профессиональная сцена. Вот. Об этом не думал, просто нравилось. Хотел петь, верил, что хочу что-то сделать свое. Всегда было интересно что-то сделать такое интересное свое, чтобы это было уже на хорошем уровне. Вы говорите, у вас и сестра, у вас родители музыкальные, или они хотели для детей? Просто талантливая. Мама пела, сочиняла песни. Они простые. Работали в колхозе. Мама работала в колхозе, собирали яблоки, на свеклу ездила. Отец фронтовик. Кстати, отец мой воевал
у легендарного маршала Рокоссовского на Западной Украине. В 1943 году его ранили. Вот, потом, после ранения его домой отправили. Он украл мою маму. И вот так я в 1968 году родился. Я 10-й, самый младший. 7 сестер, 3 брата. Ну, 3 у нас мальчиков. Вот все. Ну, жизнь, тогда же была жизнь другая была. Мы живем за городом. Сейчас я как младший ребенок в семье. Отец мне оставил родовой дом, где мы, родовое гнездо, где мы живем сейчас. У меня 5 детей. Старшему 35, младшей 11. Вот скоро исполнится. Вот, у старших дочки и сына 7, у сына 4 детей, у Айсу дочки 3, а у Айзаны она замужем за испанца в Испании. Сына родила Диего, уже 1,5 годика ему. И вот, получается, 8 внуков у меня. Я вот богатый такой, я очень счастлив. Я думаю, это тоже благодарю Богу всегда, Всевышнего Небесного Отца, что Он так хорошо относится к моей семье, с любовью. Спасибо, я очень благодарен. Я всегда благодарю. Ну, нянчитесь с внуками, поете им? С внуками нянчитесь, поете им? А, к сожалению, редко вижусь, очень редко видимся. Там есть свои обстоятельства. Вот. А так, дочка занимается на фортепиано, сын играет на комузе. Айзана, нет, она учила китайский, потом она почувствовала, что она испанский язык любит, потом быстро его выучила. И как-то это получилось, она познакомилась и вышла замуж за испанца. Касерес город в Испании. Все, то есть добилась своей мечты, и очень классно. Счастлива, ребенка, сына родила вообще. Какое еще может быть счастье, да? И планы строите, и в творчестве тоже? Да. Сейчас на чем работаете, что готовите? А я прошлые 2 года, у меня были много концертов. Это оркестровые концерты с Большим симфоническим оркестром, президентским оркестром камерным. Вот. И я сам по специальности учился по классу виолончель, и мне это очень знакомо. Я работал, не работал, а играл в оркестре школьном. И всегда было интересно спеть с большим оркестром симфоническим, с камерным. И мне это получилось. Произведения были довольно, вот я уже сказал, наш маэстро Бакыт Алишеров, выпускник Московской консерватории, он специально делал партитуры для песен, которые я пою в эстрадном варианте. Например, вот «Палама», «Айбарата». И эти вещи, эти вещи он переложил на оркестр. Было очень красиво. Ну, особо. Вы сами понимаете, 60 человек оркестр, когда играет скрипки, виолончели. Вот. И сейчас у меня оркестровый концерт готов, и эстрадный концерт готов. Потом я эстрадные концерты давал. Мы ездили на юг, в Ош. Здесь, в Сейтеке, в зале филармонии. А теперь такая идея соединить 2 концерта, сделать в 2 отделениях. То есть первое отделение это оркестровый концерт, и второй эстрадный. В этом году планируете сделать? Да, планировал, но здесь зависит от очень дорогой проект, очень дорогой проект, потому что участвуют все профессиональные музыканты. Я думаю, они должны достойно своего труда, мастерства, то есть оплачены, то есть гонорары. И выходит очень большой проект, и мы сейчас ищем место. Даже в 90-е годы, когда нам было трудно, когда я записывал это первый альбом «Айбаратат»,
Я с востока 5 микрорайона ходил пешком на студию «Пирамида» записывать альбом. Пешком. Не было. Ну, зато я горел, у меня было желание выпустить этот альбом. Самое странное, Татьяна, самое странное, что всегда чиновники и люди, наши правители, да, или там культуру, искусство, там, и так далее, всегда мы говорим о культуре, да, искусстве и культуре. Если не было бы культуры, то и нет нации, да. Вот 30 лет это мы слышим, в конце концов, люди искусства бедствуют. Сейчас более-менее нам подняли зарплату, такое отношение какое-то пошло. Очень приятно, конечно. А вот эти 30 лет, представляете, композиторы, да, музыканты, сильнейшие музыканты, много уехало, многие бросили свою профессию, сидят на базаре, на Дурдое, там, где там продают вещи, занялись бизнесом, у кого-то не пошло, кто-то, ну, то есть музыка это вообще другая страна, к музыке должно быть такое отношение, очень такое робкое, нежное, и все-таки, если бы у человека нет культуры внутренней культуры, то представляете, а какая страна тогда будет, да, без культуры внутренней? А музыка все-таки она прививает эту культуру, она дает, она делает человека более таким приземленным, он все это видит, он ощущает, он никогда плохого слова не скажет, да. Он, если даже я пою кому-то, да, от хорошей песни плохому человеку станет лучше. Хорошая песня, хорошими произведениями можно убрать негатив на концерте. Хорошая музыка имею в виду. А есть же и другая, которая в последнее время говорят, тойская музыка, да, там. Я не понимаю, что за тойская музыка? Хорошая музыка, она везде музыка хорошая. Я, например, специально тойскую песню никогда не писал, я не понимал, что такое. А это мода. А напишите тойскую музыку там. Сколько стоит? Столько-то. Напишите. И он это... И люди прыгают, не знают, почему прыгают, вообще не знают, что за песня. Он сам не знает, о чем поет. Есть вот такие варианты, эти моменты. Мы это все видим. Не выступаете? Да? На то и не выступаете? Почему? Кто? Конечно, то и нас кормят. Татьяна, нет, спасибо, что приглашает. Но это личное же, да, Татьяна? Здесь как можно запретить? Если у вас будет мероприятие, если у вашей маме, там, папе юбилей, да, такой, дата круглая, то пригласить всех родных, близких, потом хороших артистов, которых ты уважаешь, это нормально. Поэтому это лично здесь, кажется, критиковать невозможно. Когда вот про то и говорят там, я не знаю, как можно то и запретить, как можно запретить то, что я хочу, да, это мое желание. Но это тоже другая тема. А так, вот эти 30 лет, которые люди бедствовали, я много музыкантов знаю, которые померли, стали алкоголиками, стали наркоманами. Есть музыканты, которые себя потеряли, просто ушли в бизнес не получилось, а обанкротились, пришли, хотели опять начать музыку, а он уже потерял вот эти 10-15 лет, а это же разрыв большой. Я вот такие вещи знаю. А в свое время эти люди были очень сильными музыкантами. Они учились в Москве, Гнесине, Чайковский. Вот они приходят опять, хотят возвратиться, а уже поздно. 10 лет это же разрыв, они уже теряют. Они сами чувствуют, что уже не то, да? Что школа другая, и уровень уже не такой. Вот поэтому, сейчас быть музыкантом. Если человек талантлив, я думаю так, Татьяна, если человек одаренный действительно, если у него Божий дар, то он должен быть музыкантом. А вообще надо всех детей прививать к музыке. Ничего плохого. Даже не музыка. Я почему так говорю, я когда в Берлине был, я удивился. Есть оркестр, знаете, Татьяна, есть оркестр не музыкантов. А я говорю, Вера, как это не музыкант? Нет, это те люди, которые когда-то занимались музыкой, это пианисты, там, габаисты, трубачи, да, там, а потом фаготисты, там, виолончелисты. И вот они
какое-то время, они немало занимались, 10 лет занимались, 8 лет занимались. Вот, и у них другая профессия. Кто-то стоматолог, кто-то прокурор. И вот они начинают опять вспоминать, берут частные уроки, Вера даже преподавала некоторым, многим. Вот они берут частные уроки, год-два, потом доходят до определенного уровня, вспоминают свои эти все ноты, которые они играли. И вот они собираются, 150 человек собираются, платят все билеты сами, пролеты, все, выезды, и ездят по странам, концерты дают. 150 человек. Играют шикарно, я так услышал, говорю, да ты что, говорю, это оркестр тут. И это не музыканты, говорят, у них другие профессии. Там, разные профессии, да, то есть. Я говорю, вот классно как. А почему? Потому что европейское образование, да, то есть это обязательно учить музыке. Сейчас такое какое-то странное время, и, может быть, музыка, искусство, я не знаю, всех объединит или... Потому что что-то Классный вопрос, Татьяна, классно. Я всегда Небесного Отца, Бога всегда прошу, говорю, дай мне возможность такую, дай такую хорошую возможность, чтобы я музыкой, да, с хорошими музыкантами, людьми давал вот этот много света давал бы, много вибраций давал бы, много звуков давал бы хороших, которые проникали бы в сердце и меняли бы человека. Это очень хорошая миссия, Татьяна. Это шикарная миссия. То есть я очень благодарен, что я могу это делать. И есть люди, которые среди нас, очень много таких людей. Можно объединить. В материальном мире все по-другому, если было бы все так просто. А вообще я к этому стремлюсь, да. Я хотел бы, чтобы в нашем городе, как брендом Full Life Music, это полный живой проект, каждый год 2 раза или 1 раз, как брендом делать вот такие концерты. Из хороших исполнителей, которые работают действительно. А в Бишкеке у нас, к сожалению, нету творческого дома для эстрадных исполнителей. Нету. Филармония, у них своя задача, театр оперы и балет своя задача. У нас нет вот своего дома, мастерской дома. Поэтому все разложены, нету этого дружбы, какой-то такой сплоченности. По-любому мы встречаемся. Молодые ребята и те продюсеры, которые знают это дело, они делают какие-то проекты. Мы вот недавно, кстати, написали в связи с землетрясением в Турции. Молодой человек, Адилет его зовут, продюсер. Молодой человек, он собрал всех музыкантов, всех исполнителей. Мы тоже помогли ему. И спели песню «Where's the World?» 40 американцев. Представляете? Недавно клип будем снимать в воскресенье. А если у нас был бы свой творческий дом большой, то, представляете, все бы собирали бы, там репетировали бы, сделали бы очень хорошие льготы, чтобы он не шарасался где-то, а знал, что у него есть дом, да? Он там придет, с ним позанимается, он придет в маленькую сцену, он там, и там, танцевальные эти были бы залы. А то так они разрознены, и не всякий может снять в аренду, да? Сейчас очень дорого все. А тоже мечта, Татьяна, открыть, и чтобы все там занимались. Так и развитие было бы. Всех направили рок, и джаз, и там популярная музыка, там и классика, и, может быть, эстрадно-симфонические какие-то проекты делали бы. А так вот, к сожалению, да. И, конечно, к сожалению, у нас нету концертных залов. А свои песни слушаете? Свои, да, переосмысливаю через полгода, вот так, опять начинаю слушать. И некоторые вещи, которые мне тогда не нравились, первоначально, они потом начинают нравиться. Тут вообще удивительно. Тогда думаю, что за примите, потом слушаю, говорю, нет, что-то в этом есть. Вот. Свои песни тоже есть, авторские, там мало их. А в основном я старые песни, которые песни мелодистов, очень интересные песни.
Я думаю, счастье тогда человек придет, Татьяна, когда он будет жить просто по-человечески. Просто по-человечески. Работать, растить своих детей, уважать родителей, да? Искренне разговаривать, искренне помогать, искренне делать те вещи, которые должен человек делать. Просто. Просто. Не надо выше головы своей прыгать. Просто. Тогда, я думаю, таких людей Бог сразу видит и слышит. И Он дает им подпитку, дает света побольше.